Сегодня второй день съезда хакасского народа. Его проводит Совет старейшин с целью взаимодействия с властью для решения проблем коренных жителей республики. Съезд собирается раз в 5 лет, а его участниками становятся делегаты со всей Хакасии. После отчетов и официальной части начинается самое интересное – обсуждение злободневных вопросов. И первый из них – это сохранение и развитие хакасского языка и хакасской культуры. Так старейшин волнует ликвидация школы в селе Малый Монок. Аварийное здание закрыли в январе. А также недостаточность школьных программ по изучению языка. Делегаты съезда обозначили проблему невостребованности национальных кадров, в том числе в органах власти. И, наконец, самая горячая тема – экология. Причем в каждом районе свой аспект. Если в Бейском и Алтайском это влияние угольных разрезов, то в Таштыбском и Орджоникидзевском это вред от добычи золота. Предлагаем послушать отрывки некоторых выступлений. Боль, наверное, нашего Таштыбского района, вот что не обойти, это выделение земельных участков под геологическую разведку. В первую очередь золото. Где это было, чтобы на территории района у нас, если в прошлые годы работало одно предприятие крупное, Ойна, а сейчас на территории района за 2 года, 18 и 19, выделено 12 новых участков на геологическую разведку и добычу золота. А по республике, если, уважаемые присутствующие, вы посмотрите, это более 80 новых участков. Предлагаем от Республиканскому совету старейшин продумать вопрос о создании творческого или научного коллектива для расширения и создания учебного курса «Основ народной мудрости» Кодекса чести хакасов, взяв за основу книги Владислава Михайловича Торусова. Конечно же, напрашивается вопрос духовно-просветительского центра, но если не в Абакане, то пусть будет в Аскизе. Во всех республиках, во всех субъектах Российской Федерации есть народные писатели. И только в Хакасии нет. Мы 5 раз просились к Валентину Олеговичу Коновалову. Он нас ни разу не принял. Из 17 хакасских писателей профессионально для детей пишут только 4 писателя. Если мы не будем этого писать, у нас нет гонораров. Мы не можем книги издать. Что ваши дети будут учить? Что ваши дети будут петь? По итогам обсуждения будет принята резолюция, которая должна быть исполнена правительством. Правда, качество выполнения оставляет желать лучшего. Принципиальные вопросы до сих пор не решены. Кроме того, делегаты выбрали новый состав Совета старейшин. В него входит 55 человек, и его состав обновился примерно на треть. Сегодня члены Совета выбирают нового председателя. После Владислава Торосова в 2017 году его место занял депутат Верховного Совета Петр Воронин. Останется ли Воронин и дальше председателем Совета старейшин, станет известно к концу дня.